Казахстане прошел митинг против Китая. В городе Алматы группа граждан выступила против китайской экспансии и геноцида тюрков Восточного Туркестана. Митингующие обратились к властям со следующими словами: «Если вы не способны защитить интересы Родины и народа, тогда скажите, на чьей вы стороне». По сообщениям радио «Свободная Азия», задержанного в 2017 году имама поселка Янишехир, 60-летнего Аблимита Имина, обвинили в проведении незаконных религиозных бесед и использовании запрещенных слов. Вместе с имамом в лагерь перевоспитания отправили его сына и дочь, которых заставили подтвердить обвинения в адрес отца, признать вину в несовершенных преступлениях и опозорить своего отца перед народом. Стало известно о задержании египетского блогера, оппозиционера и активиста Аля Абдуль-Фаттаха, ставшего символом событий, известных как революция 25 января. Адвокат задержанного Халид Али сообщил об этом через свою страничку в социальной сети. Ранее оппозиционер был освобожден после 5 лет тюремного заключения. По сообщениям телеканала Аль-Масира, подконтрольного йеменским хуситам и спонсируемого Ираном, пресс-атташе хуситов Яхья Сири заявил о захвате площади периметром в 350 квадратных километров в саудовской провинции Наджран и назвал это победой, дарованной Всевышним. Также Сири сообщил о проведенной спецоперации, в результате которой было захвачено тысячи саудовских военных и сотни единиц бронетехники. Илон Маск провел презентацию ракеты Starship, способной перевозить людей на Луну, Марс и другие планеты. По словам Маска, в ближайшие месяцы будет проведено испытание первой версии ракеты, получившей название МК-1. На первом этапе ракета поднимется на высоту до 20 километров и вернется на Землю, произведя вертикальный спуск. За срок менее чем 6 месяцев Маск планирует вывести ракету на орбиту с человеком на борту. Десятки тысяч москвичей вышли на улицы города с требованием освободить задержанных в прошлые выходные. По информации Министерства внутренних дел Российской Федерации, в акции приняло участие свыше 20 тысяч человек. В свою очередь, общественные организации заявили, что в акции приняло участие 25 тысяч человек. Во время последних протестов было задержано и арестовано сотни человек.